Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Уровни воды на реке Лени постепенно поднимаются. Ледоход приближается к границам Якутии. Озвучим свежие данные по гидрообстановке. Эпидобстановка в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе вызывает опасения. Некоторые студенты СВФУ перейдут на онлайн-обучение. В знак благодарности потомков поколению победителей в Якутске водрузили Знамя Победы. Ледоход на реке Лени продвинулся на 15 километров за минувшие сутки. По состоянию на 8 утра по якутскому времени нижняя кромка льда находилась в 20 километрах от села Красноярово в Иркутской области. Верхняя кромка в 15 километрах от села Улькан. На протяжении 1000 километров, начиная от истока Лены, открытая вода, а на протяжении 23 километров разводье льда, местами ледоход. Расстояние до границы с Якутией 545 километров. Уровень воды на реке не превышает критические отметки. Переместимся на территорию Якутии. Прямо сейчас на ваших экранах вы можете видеть обстановку на реке Лени в режиме реального времени в районе Покровска. А вот в районе Ленска уровень воды поднялся на 18 сантиметров за сутки возле поселка Витим. Отметка достигла 62 сантиметров при критическом уровне в 950. На реке наблюдается неполный ледостав. Около села Крестовское уровень воды достиг 123 сантиметров. За сутки отметка поднялась на 16 сантиметров. Наблюдаются закраины, лед поднялся. В районе Ленска уровень воды вырос на 14 пунктов до 111 при критических 1040 сантиметрах. По информации Минэкологии Якутии, ориентировочно ледоход дойдет до границы с Якутией к 10-11 мая, а при отсутствии затора ледоход достигнет Ленска 15-16 числа. Гидрозащитная дамба в Ленске готова к встрече большой воды и соответствует проектным отметкам. Это показали топографические замеры, их проводили специалисты обслуживающей организации. Ежегодно они вычисляют места просадки и устраняют их. В прошлом году на подсыпку 20-километрового гидросооружения ушло около 4000 кубометров песчано-гравийной смеси. Столько же на формирование правильных откосов. Специалисты уверены в надежности дамбы. Главное – правильно эксплуатировать гидросооружение и ежегодно готовить к ледоходу. Это очистка ее от снега, очистка водопропускных сооружений от снега. Это накопление инертных материалов в виде ПГС, скальника и других видов материалов. Это подготовка техники погрузочной, самосвальной, грейдерной при эксплуатации и дальнейшей ликвидации каких-то последствий. 1 мая для семьи Жуковых, проживающих по адресу Энергетиков 16 в Якутске, стало далеко не праздничным. Частный дом с небольшим участком некогда стоял на возвышенном месте. Теперь он, как и несколько соседних частных домов, находится буквально в низине, затопленный талыми водами. Жители самостоятельно вырезали отверстия в полу. Чтобы устранить проблему, жидкость поступает в специальную емкость, установленную во дворе дома, но вода вновь прибывает. Справиться своими силами семья уже не могла. Сегодня ситуация решилась. На место приехала машина по откачке воды. Это заниженная территория. Рядом стоящий двор. Там никто не проживает в доме. Рядом через дорогу тоже не проживает. Поэтому никто не чистил снег. По правилам благоустройства частный двор, жители должны вывозить снег с своих дворовых территорий на полигон. Это бесплатно. Поэтому вот хозяева их нету, поэтому никто не убирал. Все растаяло талыми водами, затопило семью Жуковых. Как пояснили в управе строительного округа, работы по откачке талых вод ведутся круглые сутки. При этом в первую очередь обслуживаются территории многоквартирных домов. Ежедневно мы проводим откачку за счет муниципального контракта в подъездах, квартирах, где есть подтопление. Ежедневно у нас 35 заявок поступает. Ориентировочно мы откачиваем 230-250 кубов в сутки.
Более 85 тысяч жителей Якутии прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Количество привитых двумя компонентами вакцины для профилактики коронавируса достигло 85 756 человек в республике. По данным регионального оперштаба, первый этап вакцинации прошли 110 474 жителя региона. Из общего числа привитых первым компонентом более 28,5 тысяч граждане старше 60 лет, вторым почти 21 тысяча пожилых якутян. Всего с начала пандемии в республику поступило 136 тысяч доз вакцины против коронавируса. Использовано чуть более 81% от общего объема препарата. Студентов СВФУ, которые учатся за пределами Якутска, переведут на онлайн-обучение с 11 мая. Соответствующее распоряжение подписал проректор по непрерывному образованию и кадровой политике Михаил Федоров. В приказе говорится о переводе с 11 мая на дистанционный формат обучения студентов, выехавших из общежитий и на данный момент находящихся за пределами столицы республики. Ограничение будет действовать до улучшения эпидемиологической ситуации. В пресс-службе вуза нашему телеканалу уточнили, что обучение в смешанном формате продолжат студенты, прописанные в районах и проживающие не в общежитиях. Студенты, не покидавшие общежития на майские выходные, а также студенты, прописанные и проживающие в Якутске. Подведены итоги двухлетней реализации национальных проектов, предложенных президентом Владимиром Путиным, в том числе и проекта здравоохранения. Так, несмотря на усиление работы по борьбе с COVID-19, продолжают повышать доступность и качество первичной медицинской помощи. Санавиация дополнительно к вылетам за счет средств бюджета республики выполнила 285 вылетов и эвакуировала 409 пациентов. За 2 года открыто 14 фельдшерско-акушерских пунктов и 4 врачебные амбулатории, а в 4 медучреждениях провели капитальный ремонт. Детские поликлиники в 18 больниц закупили оборудование на 128 миллионов рублей. Батагай Верхоянского района получил больницу с поликлиникой на 180 посещений. Ленск – сосудистое отделение, Нерюнгри – ангиографический комплекс, МРТ-оборудование и детскую поликлинику. В Якутске водрузили Знамя Победы. Флаг Победы на одноименную площадь внесли инженеры отдела измерительного пункта войсковой части 14129. Знамя Победы – это точная копия штурмового флага, водруженного 1 мая 1945 года на крыше здания Рейхстага в Берлине солдатами Красной Армии. Традиционно в преддверии 9 мая священную реликвию устанавливают в знак благодарности потомков поколению победителей за народный подвиг в Великой Отечественной войне. Знамя Победы сегодня водрузили военный комиссар республики, полковник Александр Авдонин и майор Алексей Лужецкий. Священная реликвия Великой Отечественной войны является действительно символом, который мы проносим уже после победы. 76-й раз водружаем это знамя. К сожалению, сейчас ветеранов у нас мало осталось. 37 человек по городу Якутску и всего 15 человек по всей республике еще в районах и улусах живут. Надо общаться с ними, надо слушать их, надо помогать им, потому что все это люди уже пожилые, всем более 80 лет уже как минимум. Поэтому молодому поколению еще раз хочу пожелать мирного неба над головой, во-первых, чтобы, не дай бог, им испытать вот эти все тяготы и лишения, потери, которые прошли наши деды и бабушки. В парке «Россия. Моя история» открылись выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Вспомним, это онлайн-экспозиция от первого лица. Выставка разделена на 8 залов по временным отрезкам, рассказывающим об эпизодах войны. Подробно о представленных экспонатах нам расскажет Катерина Винокурова. Она на прямой связи со студией. Катерина, передаю тебе слово. В историческом парке «Россия. Моя история» открылся авторский проект под названием «Вспомним». Открылся он в 23 регионах нашей страны, в том числе и в городе Якутске. Онлайн-выставка «Вспомним» приурочена к 76-й годовщине Великой Отечественной войны. И расскажет она об ужасах войны от первого лица. Рада представить вам методиста парка «Россия. Моя история» Виктора Борисова. Виктор Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. В чем преимущество данной выставки? Мы знаем, что она носит федеральный характер, да, и открылась аж в 8 залах нашего исторического парка. Да, вот
Эта выставка сейчас проводится более чем в 20 городах России. У нас она открылась 7 мая, то есть вчера, и будет продолжаться до 30 июня. Всех приглашаем посетить выставку, которая расположилась на 8 залах, площадью более 2000 квадратных метров. Выставка эта полностью рассказывает ход войны, Великой Отечественной войны, вклад россиян в деле победы над фашистской Германией. И самое главное то, что здесь все рассказывается от первого лица. То есть рассказ от первого лица, он более глубоко проникает в чувства слушателя, и человек более глубоко и эмоционально воспринимает информацию, и это более глубоко прорезывается в память. И тут в выставке есть аудиогиды, помощники, которые расставлены буквально в каждых залах. Да, мы можем продемонстрировать как раз-таки, да? Ага, по системе QR-код мы можем... Человек может через QR-код, который расположен в тач-панелях, посмотреть эти залы, послушать эти залы. Это, например, первый зал «Маршал» называется. Послушать информацию. Вот. Становится понятно, что враг напал на нашу родину. В каждом зале есть свой аудиогид. Вот, например, про блокадный Ленинград. Вот. Это зал «Ребенок войны», например. Вот так. Так, вот как раз-таки название от первого лица говорит само за себя. Да. Потому что каждый зал имеет свою тему. Мы хотим показать в том числе и военные преступления, которые случились в годы войны, когда людей сотнями тысяч, миллионами убивали в концентрационных лагерях фашистской Германии. Кроме того, хотим показать вклад наших воинов на фронте, вклад партизан в годы Великой Отечественной войны, в деле победы. Ну и что случилось, что произошло, когда пришла эта долгожданная победа. Виктор Борисович, приглашаем всех детей, взрослых активно принять участие в посещении. Давайте напомним, до какого числа можно будет посетить выставку. Выставку посетить можно до 30 июня. Кроме того, всех приглашаю на бесплатную выставку исторического парка, называется «Во имя Победы». Там вы можете увидеть предметы и материалы по истории вклада якутян в год Великой Отечественной войны в деле победы. Спасибо, Виктор Борисович. Да, напомню, уважаемые телезрители, в парке «Россия. Моя история» действуют 2 выставки, приуроченные ко Дню Победы. «Во имя Победы», а также федеральная выставка авторская «Вспомним». Сергей. Катерина, спасибо за информацию. Надеюсь, наши телезрители проявят активность и обязательно посетят выставки в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Также в честь Дня Великой Победы в течение предпраздничных дней в Мирнинском театре проходит премьера спектакля «Рядовые» по пьесе Алексея Дударева. Детали постановки у нашего корреспондента Марферины Алексеевой. Пьесу «Рядовые» белорусский драматург Алексей Дударев написал спустя 40 лет после победы. Действие происходит в Германии в 1945 году. Герои – бойцы, судьбы которых исковерканы войной. К примеру, Буштиц уходит на войну прямо со свадьбы. Потом он встретит свою жену в сложных и страшных обстоятельствах. Дугин переживает из-за серьезного ранения, а на глазах Дервоеда погибли жена и сын. Лида, Вера, одуванчик. Война не пощадила никого. Постановку спектакля осуществил заслуженный деятель искусств республики режиссер Георгий Нестер. А над художественным оформлением работал главный художник Мирнинского театра Андрей Волков. В отличие от послевоенной драматургии, в пьесе Дударева показана война, как она есть. Ее герои – обычные люди. Что помогло народу устоять против профессиональной элитной армии всей Европы, которая вместе с Гитлером, так сказать, двинулась на Советский Союз. А ее победили рабочие и крестьяне. Про маршалов, про генералов много всяких пьес, фильмов хороших, фильмов генералов хороших. А вот Дударев написал пьесу «Рядовые».
то есть тех, кто шел в первых рядах, те, которые составляют миллионы погибших. Жили трудно, жили невероятно трудно. Это я вам говорю как очевидец, это вам расскажет история, это вам покажут кино. Но люди поверили, победили и отстроили страну, и первыми полетели в космос. Мы этот спектакль играем для нашего подрастающего поколения, которое уже даже родилось и выросло в новых условиях, чтобы они имели основания, имели право гордиться своими предками, которые для них смогли защитить. Что касается художественного оформления, зрители ожидают полное погружение. Декораторы и портные серьезно постарались воссоздать историческую точность происходящего в то нелегкое время. Выкройки и модели военной одежды максимально приближены к той, что в действительности носили рядовые. А сцены во время спектакля будут меняться несколько раз. Потому что не каждый режиссер может вывести там 4 сцены, 5 сцен. Вот, и кому-то не надо, чтобы картинки менялись, а кому-то надо. Поэтому в этом спектакле у нас будет 4 действия. Вот, и сейчас мы придумали такую вещь. Зритель у нас будет наблюдателем за военными действиями спектакля. Вот, у нас будет внутри сидеть солдат, вот, но зритель будет за ним наблюдать через дырку, пробитую в стене. Вот, эта стена будет полупрозрачной, и все действия их будут видны. Зрителю, мне кажется, будет интересно очень. Вот, естественно, мы с режиссером все это обсудили, его все это устроило. После просмотра такого спектакля, когда перестанет сдавливать горло, майский воздух вдруг покажется особенно сладким, свободным, а небо более голубым. Марферина Алексеева, Артем Алексеев. Мирный. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.